Это актуальное интервью в студии Иван Лазаренко. В эти дни в Якутске находится Виктор Климин, пианист, композитор, педагог, русский американец и ученик прославленного якутского педагога Майи Ивановой. Он выпускник местного музыкального колледжа, воспитанник Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Климин также известен якутской публике как автор музыки к спектаклям «Созвездие Марии» и «Два берега одной победы», поставленным в Русском театре имени Пушкина по пьесам Владимира Федорова. И этот человек сегодня гость нашей студии. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вы уже больше 2 десятков лет живете в Америке, но довольно часто приезжаете в Якутск. Что же так тянет, что манит? Ну, в общем-то, ответ довольно простой. В Якутске у меня как бы вторая моя мама. То есть мои родители не возражали, что у меня есть 2 мамы. Вот, то есть, в частности, моя мама была вполне согласна с этим. Потому что заботу, которую проявлял мой педагог, это была просто, мне кажется, неестественно широкой, то есть во всех смыслах. То есть мало того, что мы поступили в консерваторию, и все заботы она брала на себя. То есть это естественно, что когда ты готовишься, есть какие-то слабые стороны, там, в частности, скажем, я когда поступил в Якутское музыкальное училище, я уже имел 10 классов за спиной, а здесь надо было сдавать русский язык заново. То есть моя мама, она оплачивала все вот эти частные тьюторинг, то есть подготовку. Вот. И не только это, то есть там очень много было забот, и все это маленькая женщина все могла на себе вынести. Вот. И поэтому, естественно, что тогда она мне, как сказать, помогала, сейчас я стараюсь помогать ей изо всех сил. То есть каждый год приезжаю сюда, вот летом, иногда на больший срок, иногда на меньший срок. Вот, и могу просто сказать еще быстро, пока, как сказать, есть такая возможность. Вот у меня там в Америке довольно много учеников, и не просто учеников, которые там для себя как-то это делают. В общем, то есть, если они даже не берут именно вот эту, мои уроки в качестве там какой-то специальности своей, вот, тем не менее они занимают очень высокие места на международных конкурсах. Вот у меня есть, если это возможно показать, я не знаю, сейчас я думаю, что получится. Я думаю, получится. Да, вот я сейчас поставлю, допустим, если это будет видно, это вот как раз, допустим, один из наградных таких листов, сертификат, так сказать, своеобразный, и который, допустим, там говорит о моем ученике, что он получил 1-е место на конкурсе «Крещендо» и играл в Карнеги-холле. То есть у меня таких ребят не один, он, там, так сказать, есть еще пару ребят, которые также были победители и тоже занимали кто-то 2-е, кто-то 3-е место, то есть есть и такое. Вот. Но, пожалуй, вот главное, что бы я хотел сказать, у меня есть 2 девочки, то есть они сестренки, вот, но они фантастически талантливые. Вот у меня Джессика, например, я просто в шутку всегда называл мой Моцарт. Вот, то есть мой Моцарт. И вот в данном случае, мне кажется, очень показательно. Она была номинирована на Оскар, значит, для музыки к фильму. Вот. И самое поразительное, что с ней вместе была номинирована Леди Гага. То есть и еще 3 композиторов, мужчин, которые, кто-то из них делал музыку к «Титанику». То есть это, то есть выше, вот, мне кажется, вот этого левела просто не может быть. Вот. Она, правда, не получила в этой номинации, так сказать, свою премию, но мне кажется, сам факт, что она оказалась вот на уровне Леди Гага, это очень много. А как зовут ученицу? Джессика Карпов. Вот. Но у нее сейчас псевдоним, сейчас, вот в данный момент, Харло. Просто Харло. И если вы хотите в интернете, можете, кстати, увидеть, услышать. И еще можете, у нее прежний был, так сказать, тоже псевдоним наполовину, Джессика Ашли. Вот, где тоже очень много, кстати, ее есть композиций, она композитор. Это действительно очень важно, потому что в данном случае это прямая линия от моей Ванны ко мне, а от меня вот, к Джессике. И вот эта высота, это работа как раз от моего педагога. То есть это ее заслуга, прямая самая.
То есть американский успех начинается здесь у нас в Якутии, можно так сказать. Ну, получается так. О, боже мой. А как раз две сестры, они там поют, но я не могу сейчас, это, наверное, просто времени у нас не позволяет. Это Джессика. Это Джессика и сестра ее, да? Да, ее сестра. Ее сестра оперный голос. Она, кстати, ее сестра тоже сравнительно недавно, она выступала в большом зале Карнеги-холла. То есть это вообще, я вам скажу, что, во-первых, это ответственность невероятная, но она так блестяще это сделала. Красивая девочка, ну вот, не знаю, что там. Попробую сейчас их, может быть, еще показать. Сейчас, секундочку. Ну, пока вы ищете... Вот смотрите, вот Джессика. Если вы можете показать ее, да. Вот Джессика. Это она младшая сестренка, вот, которую называл Моцарт. Вот она вот и была номинирована на эту премию. Хотя я не получила, но все равно. Это приятно. Так, и здесь сейчас мы... Ага. Ну, это еще она. И вот здесь еще рядышком, смотрите, где-то происходило. Здесь уже сама Джессика сняла момент, когда туда зашла Бейонсе. Вот сейчас вы увидите, это буквально у нас время позволяет или нет, я не знаю. Ну, я вот судя по репликам, я так понимаю, что Вот все смотрите. происходит там, да. Сейчас будет Бейонсе. Вот она идет, уже ее видно. Вот она завернула куда-то там. Сейчас должна появиться там ее охранник. Стоит мощный такой. Можно сказать, что ваши ученики сейчас находятся на одном уровне с такими потрясающими звездами, Да. как Бейонс, Леди Гага. Да, потому что, вот я говорю, Джессика, она практически не бывает на одном месте. Она то в Австралию, то в Швейцарию, то в Лондон, то, ну, в общем, везде. Но если говорить об музыкальном образовании, то все-таки американское образование как-то качественно или теоретически, или практически отличается от российского? Очень отличается, потому что, могу сказать, скажем, допустим, что является там минусом. Действительно, глубокого образования практически нет такого. То есть они очень поверхностно что-то делают или делают только одно, очень узко, так же, как во всех профессиях. То есть очень узкие специалисты. И если действительно играет человек там на рояле, это вовсе не значит, что он очень глубоко знает все о музыке, там, той же гармонии. То есть, ну, какие-то более... У нас очень фундаментальные знания давались. То есть наша школа, в общем-то, считается действительно и до сих пор считается лучшей. Даже вот по моим результатам, то есть у меня 3 пацанов, то есть, которые там играли в Карнеги-холле, там 1-е, 2-е, 3-е место занимали в разное время. Вот. И у меня потенциально сейчас есть тоже ребята, которые абсолютно точно могу сказать, что могут рассчитывать тоже на такое же высокое положение. Вот. И опять же хочу вернуться, это заслуга моего педагога Майи Ивановны. Ну, давайте ненадолго вновь вернемся из Америки сюда, в Россию и в Якутию в частности. Кроме вот этих проектов, как «Созвездие Марии» и «Два берега одной победы», планируется ли что-то еще Ну, во-первых, мы реализовать? забыли еще, то есть не вы забыли, я не знаю, кто-то вам, видимо, не подсказал. Есть ведь еще один спектакль. Вот в 2019 году он проходил в Москва-Сити. То есть это «Алмазный крест» или «Путь святителя». То есть это тоже грандиозная такая мощная вещь, то есть она целиком прозвучала в Москве. Вот, потому что я видел видеозапись именно премьеры здесь, в Якутске, но это просто в 4 раза практически срезано там и музыка, и все, то есть он вот довольно такой скучноватый, на мой взгляд. А в Москве это было здорово, то есть там действительно все было феноменально. А еще здесь, в Якутии, какие-нибудь проекты вы планируете реализовать? Да, я не знаю, имею право это озвучить, но, правда, тема у нас такая ГУЛАГ. То есть вот мы должны, я очень надеюсь, что мы найдем время встретиться с Андреем Савичем, Борисовым, вот, и мы должны как раз вот этот объект обсудить тотально. Вот, но дело в том, что тот год, на который мы могли бы его, вероятно, сделать, это год Победы, 75-летие, и у многих как-то это не слишком ассоциируется с ГУЛАГом, то есть каким образом они причастны к победе. На самом деле причастны. То есть вот были ведь такие ситуации, когда и краснопогонники, и заключенные вместе толкали бочки с дизелем, по-моему, на аэродром. То есть это зависело, то есть от этого зависело что-то очень важное. Я действительно детали не знаю, но это реальная история. И когда они все-таки добрались до этого аэродрома, там 100 километров надо было катить эти бочки руками зимой. Вот. И естественно, что это героизм тоже. И они радовались все вместе, что они как-то все-таки добрались до этой цели.
То есть, ну, с какой-то другой стороны ракурс, в общем, неожиданный. Но я думаю, что было очень много незаконно осужденных и детей, в частности, там, допустим, это уже такая, как сказать, реальная история, когда мальчишке там 12 или 13 лет, и он там на шинном заводе где-то работал, и взял, похвалил американскую машину Студебекера. Он говорит, вот Студебекер – это машина, и получил 10 лет. То есть это 58-я статья. Вот, или кто-то там менял пол, и он еще и не глухонемой. И вот он там, значит, вспотел, снял рубашку, надел ее на бюст Сталина и кепку надел. Кто-то этого видел, он тоже получил 10 лет, как сказать, за контру. Ну, то есть можно сказать, что ваше творчество в том числе напрямую связано с какими-то историческими событиями, которые вы обязательно стараетесь как-то упомянуть, обыграть, донести до Ну, зрителя. я могу сказать, что в принципе я не считаю себя каким-то равнодушным человеком в политике. Я как раз, у меня душа болит всегда. То есть, находясь в Америке, мне очень-очень обидно, что, к сожалению, Америка не любит Россию, а для меня это просто как удар в сердце. То есть я вижу, что очень много лжи. И вообще ощущение такое, что вот этот самый Конгресс там вот напоминает мне наших тоже вот таких стариков в Советском Союзе, которым уже ничего не надо, они не беспокоятся ни о чем. И мне кажется, вот здесь то же самое, какие-то глупые. То есть вот, понимаете, они действительно деградируют. Я не знаю, мне стыдно, что Америка вот такая. Когда я приехал, я был благодарен бесконечно Америке, я просто ее, как сказать, хвалил каждый раз, когда были какие-то концерты, что-то. Искренне совершенно. Потому что я вырвался из 93-го года, когда здесь черт его знает, что творилось, то есть в России. Ну и напоследок, наверное, вопрос. Запланировали вы какие-нибудь творческие встречи во время этого приезда в нашем городе, куда могут наши зрители, например, подойти и Ну, это пообщаться? послезавтра. Послезавтра, мне кажется. То есть четверг. А сегодня что у нас? Среда уже завтра, значит. А это завтра, значит. Да, завтра в 4 часа в библиотеке должен быть концерт. Ну, концерты я не стал бы так это громко говорить, потому что у нас нет таких возможностей. То есть у меня, по крайней мере, там серьезно готовится, поэтому это будет просто разговоры, немножко, Творческая встреча, немножко можно поиграть. так Да. сказать. Я благодарю вас за то, что нашли время и ответили на наши вопросы. Желаю вам успехов в вашей работе. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях был пианист, композитор Виктор Климин. До встречи в эфире.